Добрый день. Саламат сызба. Исенмермесес. Заман хайырлы болсын. Когда-то я в газете работал, и по роду службы приходилось вести уроки татарского языка. Там я даже использовал произведение Каюм Насыри, его наставление. У нас газета «Республика Татарстан», а она там сложные какие-то схемы были у нее. Люди падежи, спряжения, что такое учили. Ну кому это надо? Вот я всегда говорил, что взять, что важнее, теория или практика, или как там сказать, лексика или правила языка. Я всегда говорил, что знаешь ты, как дом построить, но у тебя нет материала. А есть другой вариант, у тебя кирпичи есть, худо-бедно, что-то там для жилья, типа жилья сколотил и живешь. Если ты в непритязательных условиях живешь, там на селе или где-то, или в лесу. Поэтому, на мой взгляд, главное была лексика татарского языка. И я брал наставление татарского просветителя Каюм Насыри, предложение, и некоторые слова заменял в тексте на татарские и в скобках русский перевод. И так люди двойной, скажем, в общем, двойную пользу получали. И сейчас вот лексика татарская, она актуальна. Сейчас, правда, перестали. Одно время я даже, когда у нас в начале 90-х годов активно так проявили себя представители национального движения, сейчас мне становится ясно, что они, некоторые, во всяком случае, из них определенные свои интересы там имели. А нам представлялось, что вот с горящим взором для народа, как Данко. Потом узнаю там, когда я был депутатом и с мэром неоднократно имели беседу, он сказал, а я им столько помог, говорит, каждый раз просили, а сейчас отвернулись. Я говорю, вон что. Кто считает, что это неправда, я готов доказать. Достаточно было у нас общения с мэром города. Ну, перейдем к сути дела. Сейчас вот, конечно, интерес угас к языку значительно угас он. Но меня в каком смысле интересует лексика татарского языка? Там вот Facebook официально запрещенный на территории России, надо теперь уж говорить, вот, на территории России запрещенные, относится к корпорации Мета, признанной экстремистской организацией. Все, как по законам Российской Федерации я обязан это сказать. Я сказал это. Так вот, там читаю, не там, наверное, я читал, простите, а там, да, были кое-какие, публикации, но и в других социальных сетях я читал о том, что вот кто-то пишет, что очень много татарских слов, они вот, татарский язык считается как промежуточный среди тюркских. И тут какие-то комментарии пошли о том, что нет, неправда, и то, и сё, спор такой, пыль до небес. Хотя я уже сказал, что первые самые, какой народ был покорен, какое ханство Казанское, а потом уже и какую роль играли во дворе, в торговле, во дворе, я уже рассказывал, кто-то скажет, повторяется, татары там активную роль играли. Это потом уже, я не думаю, что вот купцы татары, они в Москве везде торговали и не хотели изучать русский язык. Габдулла Тукай еще был недоволен этим. Другие народы, они
в своих территориях в основном. Не был, чтобы в Москве там какой-то, допустим, той же в Москве татарская слобода. В том же городе Орал, Джаир, татарская слобода, мечети. Везде они были. Потому что купцы торговали. Им царское правительство дало волю в этом плане. И благодаря торговым отношениям язык проникал в русский язык. Лексика татарская проникала. Ну, у нас там то ли от зависти, то ли от чего начинает. Вот просто не основываясь на фактах, а основываясь на своих хотелках, на эмоциях, начисто опровергают, автора какого-то обвиняют. Я думаю, на месте автора я бы не выдержал. Хотя, как-то я комментарий написал, при СССР ходил такой вот версии, она где-то публиковалась время от времени. Тогда у нас ресурсы автономной республики не настолько были сильны. И то, что эта версия гуляла, свидетельствует в пользу того, что это все-таки какая-то доля объективности. Там ЮНЕСКО, дескать, определила 14 языков. Английский, хань, там, испанский, французский. В общем, 14 языков, владея которыми, если человек будет разговаривать, общаться, его будут понимать 2/3 человечества. И там входит среди всех тюркских языков, десятков, татарский написано. Ну, это кому-то не нравится, кто-то неровно дышит. Я тут на днях вот буквально от одной работницы прилавка на базаре услышал негативный отзыв прямо в лицо обо мне, о себе. Она сказала: ты так не любишь наш народ, ты постоянно в нем негатив находишь, постоянно критикуешь. Ты, мол, откажись от своей национальности. Чем повергло меня в полное недоумение, как это я должен отказаться. Оказывается, причина в том, вот она решила взять на себя эту миссию за весь народ, потому что я, видишь ли, ругаю. У нас тут писатели-поэты русские есть, сохранилось. Зайдите в интернет, и там, обращаясь в адрес своего народа, дают оценку иногда нелицеприятную. Писатели, поэты, что-то никто не кричит: а давайте, дескать, его отчислим из рядов нашего народа. Нет такого. Вот. Вот несется, блин. Я вот считал всегда, что рвутся бой иногда без наличия какого-то войска недалекие полководцы. И некоторые тоже, мало владея информацией, рвутся бой, что-то пытаются доказать. А я подкапливаю информацию в защиту своей точки зрения, потому что я вот время от времени, когда читаю, нахожу у нас словари. Это с ними сидеть скучное занятие, но время от времени мне подбывает заглянуть в словарь. И надо же, я нахожу в этом словаре слова. Вот я сегодня буквально обнаружил, выписал себе. Я собирался говорить о том, как на территории нашего села два языка, казахский и татарский, как-то взаимно обогатились. Как это называется у нас? Диффузия. Это диффузия определенная, да. Взаимопроникновение. И когда я в Татарстан приехал, на меня смотрели, не понимали. Когда я ездил по Казахстану, употреблял те слова, которые от казахов слышал, меня тоже не понимали. Оказывается, часто очень казахи нашего села и татары на особом языке говорили и сейчас говорят. Там, допустим, говорят «шаршадым». Мы читали, что раз на «че». У казахов на «ш» обычно бывает. У нас «чулпан»,
допустим, утренняя звезда чулпан, у них шолпан. Вот. И далее. И так далее, в общем-то. А тут получается, что шаршадым у казахов, а у нас шаршадым. И наши казахи не говорят шаршадым, говорят шаршадым, как и татары. И надо же, я обнаруживаю, что, оказывается, это вот слово, порожденное в нашем селе из, значит, элементы обоих языков взяты. И теперь я иногда употребляю слова, отца, сестра мне делает замечание, дескать, почему ты так употребляешь, а я уже подумал, что это все наши, наверное, родившиеся слова в нашем селе. И когда сказал «кадрабкилям», она тоже наехала, как говорится, на меня. Она была острой на язык. Это что за слово? Шаршадым, шаршадым. А потом сказала, что за слово? «Кадрабкилям». Я говорю, прогуляюсь. У нас так говорят. Ну, она на меня накинулась. Здесь не надо употреблять эти слова, дескать. Я полагал, что это, наверное, казахское слово. У нас тут «ерыбкилям». Еще что-то на турецком гезиором, прогуляюсь, типа. И надо же, какое мое было удивление, когда я обнаружил, что, оказывается, это слово «кадрабкилям» это обойду, пройду, там что-то. Означало обходить, обойти, там, территорию, допустим. Думаю, надо же. И вот что удивительно. Я там в комментарии написал пространным несколько, что у нас много очень слов татарских, которые люди не употребляют. Они постепенно выходят из употребления. И тут уже, знаете, стоит вопрос о сохранении родного языка. Если у нас Ильшат Аминов, что ли, там в интернете я смотрел, на Татарстан Новый век, и председатель Союза журналистов Татарстана заявил, что с таким отношением к татарскому языку через 45 лет он исчезнет. А вы еще хотите там, чтобы у нас многообразие языка сохранилось. Так вот, что хочу сказать. Где-то вот в течение полувека выпущены издания, словари, несмотря на то, что там тенденция была такая ярая, сказать, или открытая, или активная к замещению многих слов и сужению словарного запаса татарского народа. Несмотря на это, обнаружил очень много слов. Например, вот я когда там писал в комментарии, говорю, у нас вот по-казахски, да, ну и где-то нон говорят, потом нон говорят таджики. Я еще смотрел афганский фильм, нон бт говорит, дай, хлеба дай, говорит. Вот. А у нас хлеб икмек, кумяш, ипи. Это как минимум мы употребляем. Вот. И я тут, конечно, обнаружил, что вот слово одно. Ну, это слово, извините, я тут немножко проехал мимо перекрестка, как говорится. У нас вот, допустим, если в селе нашем Чаршадым говорят, там у нас в селе татары не говорят орадым, как в Татарстане, не говорят олджидым, как в Татарстане. И вот куллар талды говорят. Руки. Да, руки, говорят, это. Руки, говорят, устали. Руки, говорят, устали. Куллар талды говорят. Вот смотрите, в татарском языке. Куллар талды, руки устали. Олджидым устал. Потом орадым устал. Еще какие там слова. Вот. У нас вот, конечно, на родине олджидым слово не употребляют там. Хотя в татарском языке это есть. А у меня на родине, в родном селе, я с детства помню, олджидым это употребляют слово олджиган в отношении олджиган корт, олджиган корших. Это вот дед, бабка. Это люди, которые деменции уже подвержены.
в связи с возрастом. Это они имели в виду у нас. Не было у нас там, значит, не употреблялись, вот, чтобы алджидом. Я с удивлением много слов обнаружил. Это, знаете, еще раз напоминаю, словарь последнего полвека, когда очень много уже из языка изъято. А теперь представьте, наши деды, прадеды караванами ездили в Центральную Азию, ездили везде там, в Саудскую Аравию, Египет, Миср, в Персию, и общались, и обогащали язык, естественно. Я вот то, что у нас с турецкими братьями было меньше контактов языковых, за исключением религиозных, я сделал вывод на основании того, что вот окна, пожалуйста, окна, допустим, в турецком языке это пенджере, пенджерелер, окно пенджере, окна пенджерелер. Теперь давайте посмотрим фарси в таджикском. Это терезе, терезелер, у нас по-татарски окна, значит, и окно терезе. И теперь вернемся. Вот у нас фарси и татарский, и там терезе одинаково звучит. О чем говорит? О торговых связях наших. Оттуда это слово пришло в лексику нашу. И очень много употреблялось. И если бы какой-то словарь издать, полный, огромный, я думаю, там, наверное, полдюжины слов, каждый сам что-то понятие обозначало бы. А потом все-таки перестали, все меньше и меньше стали употреблять. А даже вот одна татарская газета, я захожу в эту социальную сеть, опять она вот запрещенная, а они там находятся, кстати, нашего города. И там они пишут подписчиклар. Я им пишу по-татарски правильно абунаше. Абуна это значит подписка. Абунаше подписчики. И вот настолько это смешно, что в татароязычной газете полумиллионного города журналисты вместо татарских слов употребляют русские слова. А вы еще удивляетесь, кто-то там удивляется, не может быть, чтобы у татар, значит, много было лексики разнообразной, и слов-синонимов много было, и не может быть того, чтобы это он был языком, как бы посредником. Конечно, если вы слушаете речь современную татар, и они все, каждая речь не блещет многообразием лексики, конечно, вы можете сделать вывод. А если бы взяли бы за труд и порылись вот в словарях немножко хотя бы. Вот у меня, например, масса всяких словарей, включая там даже и заимствования с фарси, и кучу всяких слов. И я нахожу там двухтомник, например, когда приобрел проездом в Уфе. Я просто поразился. Они вышли из употребления, эти слова. Но причем, хочу заметить, при том, там, когда слово приводится, обязательно 2-3 примера из какого-то литературного произведения на татарском языке, как правило, дореволюционном и пореволюционном первые годы, когда зажима не было еще лексики арабской, такой фарси. Да. И ссылка идет на такое-то произведение, такой-то писатель, такое-то произведение, вот и фраза приводится, как она употребляется в данном произведении. Сейчас уже их никто не читает на татарском языке. Да. Никто не читает их. Поэтому, если даже свои татары не читают произведения дореволюционные, послереволюционные, что вы хотите там, чтобы знали о наличии в татарском языке большого пласта лексики, там, синонимов много. Вот как это можно? Может быть, они по неведению просто выносят такое суждение о том, что татарский язык никоим образом не может претендовать на какую-то роль промежуточного языка среди тюркских народов. Ходи, на чужой роток не накинешь платок. Так что, пожалуйста, а мы будем свою точку зрения отстаивать и приводить факты. Если я еще нарою, обязательно поделюсь. А пока всего доброго, спасибо за внимание.